Добрый вечер, уважаемые телезрители. Помимо бесплатных эфиров, распределенных Центральной избирательной комиссией, абхазское телевидение предоставляет кандидатам возможность принять участие и в дополнительных эфирах. Этой возможностью сегодня воспользовался кандидат в президенты Шамиль Адзенба. Язык, на котором проводится эфир, в данном случае определяется самим кандидатом. Шамиль Умарович, добрый вечер. У нас 30 минут эфирного времени. Таймер будет запущен после ролика с вашей биографией. Итак, смотрим ролик. Адзенба Шамиль Омарович родился 21 мая 1970 года в городе Батуми Аджарской АССР, где в 1987 году окончил русскую среднюю школу. С 1987 по 1988 годы работал рабочим РСУ химико-фармацевтического завода в городе Батуми. С 1988 по 1990 годы служил в советской армии. В 1997 году окончил Абхазский государственный университет, историко-юридический факультет. В феврале 1992 года вместе с семьей переехал на историческую родину на постоянное место жительства в Абхазию. Принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии, воевал в составе бронетанковых подразделений. После тяжелого ранения при освобождении села Лата завершил службу в Вооруженных силах Республики Абхазия в должности начальника штаба бронетанкового батальона. Был трижды ранен, удостоен звания Герой Абхазии. С 1994 года президент футбольного клуба «Абазг». В 1996 году назначен коммерческим директором Сухумского мельзавода. С 1996 по 2005 годы занимался бизнесом и развитием футбольного клуба «Абазг». С 2005 года работал первым заместителем председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Республики Абхазия. В 2005 году был избран председателем Совета по молодежной политике при президенте Республики Абхазия. В 2001 году принимал участие в президентских выборах в качестве кандидата в вице-президенты. В 2014 году вновь избран президентом футбольного клуба «Абазг». С 2014 года первый вице-премьер Республики Абхазия. С 2015 по 2016 годы исполнял обязанности премьер-министра Республики Абхазия. В 2016 году поступил в магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России на факультет «Государственное муниципальное управление». В 2019 году окончил учебу на красный диплом. Женат, отец 3 детей. Шамиль Умарович, время пошло. Если вы готовы, можем начать. Я готов. Шамиль Умарович, вы уже второй раз в прямом эфире отвечаете здесь, в студии, на вопросы журналистов. И мне бы хотелось сегодня затронуть темы, которые вы не успели осветить в рамках предыдущего интервью. Но прежде хотела задать вопрос. Вот как вы оказались в оппозиции? Ведь несколько лет назад вы еще были во власти и были активным сторонником действующего президента. Благодарю за вопрос, Нала. Очень интересно. Если бы ты его не задала, я бы, наверное, его сам попросил бы тебя задать. Но прежде чем ответить на вопрос, я его обязательно отвечу, хотел бы сделать такое небольшое заявление. Я хочу обратиться к независимым кандидатам, независимым от власти, которые участвуют в предвыборной кампании. 25 августа, буквально через неделю. 25 августа народ Абхазии выберет нового президента. Я уверен, что это будет не Рауль Хаджимба, который себя дискредитировал и не сдержал обещания, которые давал 5 лет назад перед народом. Значит, это будет кто-то из нас. Кто бы он ни был, президент должен сломать эту систему, перестроить ее, создать новую политическую систему для того, чтобы Республика Абхазия развивалась, для того, чтобы в стране наконец-то наступило политическое согласие. Вот. Кто бы он ни был, я думаю, что мы должны на берегу, как говорится, договориться о том, что те реформы, которые мы декларируем, которые мы обещаем нашим гражданам, они будут обязательно реализованы. Для этого я предлагаю кандидатам всем подписать следующее соглашение и предпринять следующие шаги в случае прихода любого из них к власти. Первое – это реформа политической системы. Это перераспределение полномочий между ветвями власти. Не должен один человек править страной. Парламент должен обязательно избираться по партийной системе. Именно партии должны регулировать взаимоотношения, регулировать формирование правительства и иные вопросы. То есть
полномочий парламента должно быть больше. Полномочия правительства тоже надо усилить. Третье. Надо обязательно создать правовой механизм реализации импичмента. Он у нас прописан в Конституции, в законах, однако механизма реализации нет. И это приводит к вот такого рода мероприятиям, которые случились в 2014 году. И у народа и у парламента должна быть возможность правовая, культурная, цивилизованная, демократическая форма в случае недоверия к президенту, чтобы они могли это право реализовать. Это позволит держать президента в тонусе. Это система сдержек и противовесов, которая придумана очень много лет назад. Обязательно главы администрации городов и районов должны избираться. Это мое твердое убеждение, это усилит местные органы власти, местную власть на местах, а это, от этого очень важно зависит. А дополнительные выборы напряженку не создадут? Абсолютно не создадут, мы эту тему раскроем чуть попозже. Вот. Обязательно нужна новая национальная политика, где все национальности будут одинаково. То, что прописано в декларации, в Конституции, этого недостаточно. Нужны механизмы реализации вот этого вот межнационального согласия. Для этого нужно обязательно закон о национальной политике, внутринациональной политике. Выборы президента должны быть обязательно перенесены на весну, раньше, за счет срока нового президента, и он должен с этим согласиться, подписать это соглашение. Вот. И обязательно полномочия вице-президента. Его надо или наполнить содержанием, чтобы он превратился в реального бойца рядом, в друга, политического соратника, или эту должность, это вопрос обсуждения, надо ее упразднить. Вот я предлагаю всем кандидатам оставить в сторону все свои личные амбиции и ради народного согласия будущего нашего государства именно подписать. Я предлагаю в самое ближайшее время, до 25 августа, встретиться и подписать. Во все штабы будут разослан текст, полный текст этого вот соглашения, и он будет вывешен у нас на сайте в интернете. Вот это я хотел так обратиться к моим оппонентам. А теперь по сути вопроса. Ну, во-первых, я не получил должность по наследству. Это раз. Второе. Такого понятия, как команда Хаджимба, не было 5 лет назад и нет сегодня. Была команда Координационного совета, который объединился и 27 мая 2014 года заявил решительный протест против политики, проводимой тогдашним президентом Александром Анква, против паспортизации, ползучей грузинизации. Мы посчитали своим долгом спасти наше государство, и поэтому вот это вот Координационный совет провел вот это мероприятие, поэтому о команде Рауля Хаджиба речи нет. Команды нет и сегодня, есть просто группа лиц, которая, опираясь на нашу Конституцию, узурпировала власть и, как говорится, этим делом пользуются. Все те, которые привели Рауля Хаджиба к власти, практически значительная часть этих ребят сегодня отошли от него, отошли, в том числе и я тоже. Во-первых. В-третьих, я считаю себя самодостаточным и самостоятельным политиком. Меня никто за руку не водит. Я сам принимаю решение, когда мне прийти, когда мне уйти. И когда у меня было потеряно доверие к президенту, когда я увидел, что он не государственник, что он не стал национальным лидером, те мечты наши о национальном согласии, единстве, с чем мы пришли на этот митинг, с чем планировали, приводя Рауля Хаджиба к власти, ничего из этого оказалось нереализованным. И когда подорвано доверие, работать в этой команде, во власти, да, находясь и служить этой вот системе, я считал, что невозможно. Поэтому я принял решение уйти. Шамиль Умарович, ну в вашем случае вы ушли из власти в оппозицию, но мы видим немало примеров, есть, когда ярые оппозиционеры неожиданно меняют свою точку зрения, оказываются в органах власти, порой занимают и ключевые посты в государстве. Вот как вы относитесь к таким политикам и вообще к такому явлению? Ну, скажу так, Бог им судья. Я считаю, что человек, который соглашается работать на государственную службу, он должен служить идее, служить народу, служить государству. Он чиновник. Но в большинстве случаев, в этом случае, все идут служить президенту. Все полномочия, вся власть, реальная власть в руках у человека. Если человек сильный, самодостаточный, как наш Владислав Григорьевич, царство ему небесное, это один случай. Но когда президент слабый, как в данном случае Рауль Хаджиб, это мое твердое убеждение, я как человек, который стоял рядом с ним и немало для этого сделал, чтобы он стал президентом, я имею право это сказать, я это говорил ему открыто в лицо тоже. Вот. Когда человек слабый, это, к сожалению, большому оборачивается очень большой проблемой для народа и для государства, чтобы не сказать бедой. Но вот слабость нашего президента еще действующая в том, что мы 27 мая пришли с требованием изменения ситуации, и Александр Анква, он был, покинул место своей работы, покинул территорию Абхазии, оказался на территории соседнего государства. Вот.
И, говорится, вот все эти процессы, да, мы прекрасно понимаем, с чем это было связано. Но благодаря слабости президента Александр Анкваб вернулся, и кукловод начал разыгрывать новые политические спектакли, опять реальная возможность его вернуться во власть, ну так говорят некоторые, хотя я сомневаюсь в этом, я думаю, мудрый абхазский народ разберется. В этом тоже слабость Рауля Хаджимова, человека, которого фактически изгнали из страны, за счет его слабости он опять вернулся и, прикрывшись иммунитетом в парламенте, опять, кажется, реализует свои идеи. И, как мы все понимаем, главная идея его – это добыча нефти. Ну, насколько это полезно стране, мы об этом поговорим позже. Шамиль Умарович, ну и до них такие явления были, да? Кто-то был в оппозиции, потом оказывался во власти. Да, конечно, это процесс, наверное, вечный. Но все же к такому явлению, как вы относитесь? Нормально это явление? Вот но что... еще я же ответил на этот вопрос. Если человек идет служить идее, да, ну я не вижу сегодня в сегодняшней власти какой-либо идеи, кроме как служения лично президенту Республики Абхазия. Поэтому я бы так не сделал. Но судить я их не могу и не хочу. У вас есть управленческий опыт, я не говорю о вашей работе на посту вице-премьера, но вы 6 лет возглавляли комитет по молодежной политике. Вот там можете привести примеры, где вы смогли сделать что-то такое, что до вас не было сделано? Благодарю Нала за вопрос. Я уже не первый раз в этой предвыборной кампании участвую. И в этот вопрос, связанный с молодежью, мне практически не задают. И, честно говоря, удивительно, у меня такой какой-то имидж был за мной закреплен, как лидер молодежи, хотя мне уже под 50 лет. Но мне это приятно, я очень кстати, люблю, до сих пор? ценю. Да, до сих пор. Но вопрос вы задала первый раз. Благодарю. Вот. Да, в 2005 году я был назначен на работу в Государственный комитет по делам молодежи и спорту. Руководил им мой ближайший друг и нынешний вице-президент, кандидат вице-президента Рафаэль Ампар. Я был заместителем. Вот, и основная нагрузка по молодежной политике была на мне. После развала Советского Союза, смены идеологии, да, идеологической платформы, получилось так, что политика, она нужна, молодежная, но нет комсомола, комсомол уже не подходит, а у нас небольшой опыт есть, я успел застать это. Вот. И Сергей Васильевич Багапшин поставил задачу: Шамиль, ты должен это придумать, как хочешь. Начинай, делай, не бойся, идите, как говорится, куда нужно, все я для вас сделаю, идите на ощупь, как говорится, но придумайте. Мы этим занимались. И знаете, 2005 год, давайте вспомним, это поствыборная ситуация. Это когда мы тяжело прошли первый экзамен на демократию. Кстати, мы его не прошли. Казалось, что прошли, вроде какие-то консенсусы, договоренности, но сегодня результат тех именно событий, сегодня он нам аукается. Вот. И была очень сложная ситуация в молодежной среде. Я 2 года потратил на то, чтобы ребят посадить за один стол. Я это говорю буквально. Не хотели. Когда спрашивали, кто будет, он будет, я не приду и так далее. Через 2 года мы провели мероприятие под названием «Шествие». Вы помните, это 2007 год, когда был 15-летие начала войны, и когда с 2 границ ребята пешком в течение 2 дней дошли до Красного моста, и в том месте, где началась война, провели митинг, в котором участвовал президент и все руководство страны, воодушевление, эйфория, и те ребята, которые не могли не смотреть друг на друга, они обнимались, целовались, то есть произошло братание. То есть мы проблему вот эту трещину... Через молодежь, объединение народа. Конечно, молодежь — это зеркало. Вот эти большие встречи, которые проводил Сергей Васильевич с молодежью, они как выпускали пар. То есть это, если ты хочешь узнать, чем живет общество, спроси молодых людей, все они тебе расскажут. Я думаю, что позитивный опыт, хороший опыт единства, единения молодежи вот в этой среде у нас получился. И это мы делали интуитивно. Понимали, что нет науки, нет методологии, нет понимания как, но при этом мы на чувствах, на своем абхазском, на народном, национальном единении, мы смогли нащупать эту нитку. Самое важное, к какому выводу пришли мы, да, руководители вот Госкомитета, молодежная политика — это работа самой молодежи. Их организаций молодежных, инициативных групп, молодежи, там их проекты, мы просто их поддерживали. Когда мы обратились: ребята, что вы хотите, мы вас технически просто будем поддерживать, процесс пошел. Было более 12 молодежных организаций, процесс продолжался. Они создали ассоциацию молодежных организаций, сами, общественную организацию, и были хорошие результаты. Я считаю, что если бы эта стратегия была бы продолжена, последующем, в 2011 году смена власти произошла, и все это смели. Вот если бы они поддержали и развили, у нас была бы совсем другая ситуация. Сегодня я смотрю на молодежную политику. Организации молодежные, они вокруг политики сгруппировались, вокруг политических партий, организаций. Им интересуют только выборы, только власть и больше ничего.
Ребята, вот посоветовать хочу, да успеете вы. Не в этом самая суть. Вы пока развивайтесь, учитесь, обращайте внимание на экологию, на помощь, на волонтерские движения, я не знаю, на природу, на экологию, на все вот эти вещи сперва. Вы научите, вы будете политиками, спешить с этим не нужно. Мне очень жаль, что вот в этом направлении немножко получился перекос. Но я уверен, что 25 августа, если воля народа пойдет на нас, мы все это восстановим. Мы в течение 6 лет, обязательно это надо подчеркнуть, мы создали закон о молодежной политике. Мы его обсуждали всенародно. Я проект закона отправил Айдгалар, организация в Москве молодежная, им отправил на обсуждение. Там была открытая конференция этой организации, ее создание учредительное. Присутствовал даже сам президент Сергей Васильевич Багапьев, и мы были все там. Отправили в Турцию, ребята обсуждали, наша молодежь, проверяли, смотрели, там, везде, где была наша диаспора, где это можно было сделать. И мы создали закон, он есть, он принят. Нет закона о образовании, нет закона о ветеранах, нет закона об инвалидах, нет много других законов об оружии, а вот это мы сделали. И, поверьте, и там был фонд, и там было все нормально, то есть процесс, поддержка молодой семьи. Но он заработал, этот закон? Абсолютно, конечно же, нет. Молодая семья, фонд, 20 статья о том, откуда все это черпать, то есть все процессы, они завертелись, но события 2011 года, досрочные выборы, все это поломали, и все это вернулось опять, кажется, на свое место. Вернее, не на свое место, а наоборот откатилась назад. И мы очень надеюсь, я хочу обратиться к ребятам, что я очень рассчитываю на молодежь на этих выборах, на их поддержку. И после нашей победы, если таковое случится, мы очень многое сделаем. Шамиль Умарович, вот вы в своей программе выделяете одну очень важную проблему борьбы с наркоманией. Предлагаете ужесточить законы, чтобы решить эту проблему, и даже предлагаете отменить мораторий на смертную казнь в отношении наркодилеров. На ваш взгляд, у нас проблема только в жесткости законов, и как вы думаете, наша судебная система на это может отреагировать? Она готова вообще к таким жестким законам? Судебная система – это краеугольный камень любого демократического общества. И государство единственное, кто имеет монополию на применение силы внутри своей страны. Не может быть судебная система, да, вот, на фоне всей остальной ситуации в стране развиваться и выглядеть, говорится, как-то вот так, как, конечно, совершенной и самодостаточной, как положено. Конечно же, нет. Но любую систему создают люди. Люди, она сама она не растет на дереве, она не падает с неба, ее делают люди. То, что сделал человек, он может ее и переделать. В чем проблема здесь? В жесткости, да, в жесткости в том числе. То есть те наши законы, они позволяют, мы же это все видим, маленькое общество, все, когда большинство наркодельцов отпускаются через несколько месяцев, через год, полтора, два. А тут бескомпромиссно, без всяких амнистий, без всего, одним махом вот приговорить большой срок 15, 20, 25 лет. И в определенных случаях, конечно же, применять не надо бояться и смертную казнь. Мы только через страх, вот именно вот такой страх, мы сможем немножко локализовать и остановить эту проблему. Ребят, которые употребляют, их надо лечить, это не обсуждается. Но мы сейчас должны биться, почему я говорю, надо применить, вот, застращать вот наркодельцов, чтобы они обходили Абхазию, потому что очень много молодежи привлекается в сферу вот, наркомании, и мы должны это остановить. Вот за это нам надо бороться. А тех, кто болеет, мы, я думаю, найдем средства и будем лечить. Ну, со следующего года пожизненный срок грозит наркодилерам. Да, уже я знаю. Достаточно жесткое законодательство. Очень жесткое, да. Это тоже считается одной из высших мер, одной из форм высшей меры. Я в этом плане приветствую то, что парламент проявил инициативу. Я просто всячески это поддерживаю. И если я стану президентом, я просто буду развивать именно в этом направлении деятельность нашего государства. А есть опасения общества, которые боятся, что наркодилеры будут так же откупаться, как и иногда происходит сейчас? Для этого есть государство. Будут казнить тех, кто не смог откупиться. Вот мы же говорим, что есть коррупция. Для этого есть государство, которое должно выстроить такую систему, где это будет абсолютно максимально минимизировано, как говорится. Да? Не бывает без ошибок. Даже вот совершенное государство, условно совершенное в этом плане. Да, и случаи, когда казнили невиновных. Конечно, бывали эти случаи, но надо из двух зол выбирать меньше. Надо положить на весы, что нам сегодня важнее. Спасти нацию, спасти молодежь, вот, или, говорится, вот эти вот шероховатости. Конечно, это каждый человек, это судьба. Но я надеюсь, что мы малочисленное общество, небольшое по численности общество, маленькая страна,
страна. Вот. И если государство как надо возьмет под контроль ситуацию в стране и будет применять все положенные для государства методы принуждения, убеждения и контроля, самое важное, я думаю, что эти риски будут минимальны. Шамиль Омарович, а если говорить об экономике и вообще развитии малого и среднего бизнеса, на ваш взгляд, налоговая политика, существующая сейчас, какая она, на ваш взгляд? И если ваша команда победит на выборах, какие шаги вы готовы предпринять? Так, навскидку, если посмотреть, кажется, что наши вот проценты там 18%, там 10 НДС и так далее, что это не так много, что это и так далее. Но вы спросите у бизнесменов. К большому сожалению, власть и бизнес не общаются. Бизнесмены, они как-то в каких-то экстремальных условиях работают. Министерство по налогам, их задача взимать налоги. И они, да, регулируют эту сферу деятельности, но главное взимать налоги, если начислили, взимать. А вопрос, какие налоги, много, мало, хорошо, это должно делать руководство страны, парламент, должны в тесном взаимодействии с бизнесом. Вот ввозной НДС. Приняли. Эта мера, она, наверное, да, теоретически обоснована, потому что эта мера, она позволяет регулировать и стимулировать внутреннее производство. У нас это произошло, у нас взрыв контрабанды, у нас границы частично, одна не контролируется практически, другая контролируется очень слабо. Пусть сейчас никто из структур на меня не обижается, я называю вещи Шамиль своими Омарович, именами. я извиняюсь, но вы тогда тоже были членом Да, правительства, конечно, принимали это решение? Налочка, обязательно на этот вопрос отвечу, конечно. Вот, мы принимали это решение и поспешно. Когда ошибок не делает тот, кто ничего не делает. Но когда совершена ошибка, ее надо вернуть, исправить. Когда бизнес ушел в тень, сегодня ЦСИ данные, то нескольких лет назад данные выгуливают, что 53% бизнеса в тени, представляете? И приняв закон об НДС, мы еще больше загнали его в тень. Когда государство ошиблось, надо было отыграть назад, приостановить действие этого закона. Этот закон у нас работал, просто был наложен мораторий. Мораторий сняли, он заработал. Вы предлагаете полностью отменить или Надо снизить ставку? остановить, мораторий наложить, прекратить его действие. Надо взять под контроль границы, надо сесть с бизнес-сообществом, переговорить, потому что без налогов государство существовать не может. Откуда оно может? Но при этом обдирать свой бизнес, загонять его в тень и уменьшать налогооблагаемую базу, это еще хуже для государства. Именно бизнесмены, именно предприниматели есть те, которые содержат наше государство, благодаря которым государство вообще существует. Во-первых, что еще надо сделать по налогам? Малый, средний, крупный бизнес. До сих пор непонятно. Это не просто определить постановлением Кабинета министров, назвать вот эти. Нет, абсолютно. Это целое законодательство надо принимать. Это надо регуляторы понимать, кто регулирует, какие взаимоотношения с государством. Более того, применять разные налоговые сетки к вот этим вот категориям бизнесменов. Поэтому большое поле деятельности. У нас есть понимание, как это делать. Один человек всего знать не может, даже внутри команды. Я говорил и повторю еще раз. Мы объединим весь потенциал нашего народа, всех наших диаспор. И у нас достаточно умные, грамотные люди, которые смогут в состоянии решить и поставить все это на правильные рельсы. Шамиль Омарович, вот о проблемах репатриации хотела бы поговорить. Демографические проблемы в стране есть, мы все знаем об этом. И с помощью репатриации пытаются эту проблему решить. И репатриантам, вы, кстати, тоже являетесь репатриантом, выделяют жилье. Но молодым семьям, гражданам республики, такое жилье не предоставляется. И определенная напряженность из-за этого в обществе возникает. Вы, кстати, об этом тоже в одном из интервью говорили. Будучи вице-премьером правительства, вы занимались жилищным вопросом. Мы все помним случаи с захватом жилья молодыми семьями и так далее. У вас тогда была идея помочь этим молодым семьям. Вот если ваша команда победит на выборах, этому жилищному вопросу будет уделено внимание, вот вашей социальной политике. Потом сразу задам вопрос по ипотечному кредитованию. Да, сейчас это не очень реально звучит, но тем не менее, в ближайшей перспективе об этом можно говорить? Да, конечно, можно и нужно. Но я не занимался жилищным вопросом, вообще Кабинет министров этим вопросом не занимается. Этим вопросом занимается администрация на местах. Но была проблема с захватом домов, я выезжал туда, разговаривал. Дай бог здоровья этим ребятам, они сейчас, наверное, смотрят, улыбаются, вспоминая эти времена. Да, мы нашли консенсус, нашли компромиссы, вроде решили эту проблему, частично решили, но занимался непосредственно премьер-министр, какое-то количество людям это было выдано. Я хочу вернуться к репатриации. Да, людям выдают дома. Давайте вспомним, 150 лет назад, когда в этой жестокой войне, когда люди покидали свой дом, практически бросая весь свой скарб, свои дома, свои земли, уносили только то, что могли поднять с собой, они имеют право вернуться, имеют право от государства получить жилье. Но
Когда политика не продуманно, бездумно проводится, она проводит к социальному напряжению. Когда ты рядом человек, многодетная семья, ребята выросли, хотят жениться, когда не помещаетесь в доме, квартире, тут рядом раз, и ты даешь, и не объясняя, да, суть дела, то возникает социальная напряженность, как я уже сказал. Что для этого надо делать? Вот тот фонд, который репатриация существует, на который приобретается это жилье, к нему надо добавить ровно столько же из бюджета государства. Вместе вот эти дома восстанавливать и делить, скажем так, 50 на 50, и тогда наоборот местные граждане, местные, они все местные, которые приехали, они уже наши, но те, которые родились тут, стоят годами в очереди, они будут благодарны репатриантам, что благодаря вот этой программе они тоже получили свое жилье. И процесс пройдет тот же самый процесс, но с другой стороны, то есть с другого ракурса уже все это будет видно, и другой будет подход, более гуманный, более правильный. Вот. Поэтому демографическая политика, это и репатриация в том числе, но в первую очередь, конечно, нам надо именно рождаемость внутри. Поэтому очень важно, вы знаете, когда мы работали в комитете, провели соцопрос большой, нам помогли очень серьезная организация из России, социологическая, кандидаты социологических наук провели. Вы знаете, я сначала думал, вот, что хотят первые, молодежь хочет, игровые площадки, дворцы культуры, там, может быть, там жилье и так далее. Первое, что просили все, соцопрос с большим отрывом, работу. Молодые люди просят работу. Работающий человек сможет найти себе и жилье, дом, и кровь, и пищу, и все остальное. Вот с этим, конечно, в стране очень большие проблемы. Это бездарная экономическая политика, которая не создает рабочие места, вот, а создает их для гастарбайтеров, которые миллиарды рублей отсюда вывозят. С другой стороны, они же тоже работают, значит, есть возможность заработать. Просто наши конечно. Граждане не очень вот хотят в сфере услуг. Абсолютно я не согласен с этим. Нала, тут думаю, что другой вопрос и другая тема. Давай эту сейчас, мы сейчас залезем в дебри, и мы ее тему не раскроем, и закончится наше время. Поэтому ипотека, она обязательно нужна. А как еще? Как молодой человек? Или государство должно подарить, если мы будем такие, как Арабские Эмираты, там, или Саудовская Аравия, не знаю, там, Норвегия, Швеция, да, когда вот из нефти там эти куча денег каждому распределяется. Вот. В таком случае, наверное, или как в Швейцарии, да, вот. Но у нас таких возможностей пока не будет. Ипотека нужна. И государство должно найти в себе резервы, возможно, для того, чтобы запустить этот процесс тоже. Процесс ипотечного кредитования для получения жилья. И я бы начал в первую очередь с молодых семей. Ну, тут мы опять в вопросы финансов упираемся. Где эти деньги, где эти резервы в стране брать? В стране эти резервы есть для того, чтобы сделать первые шаги. Те возможности наши внутренние есть. Более того, мы сегодня коснулись темы, что более 50, я думаю, там под 65% нашего бизнеса в тени. И вот эти вот налоговые, правильно примененные налоговые сетки, налоговые тарифы, и я думаю, что взяв под контроль границу, взяв очень такой, извиняюсь за выражение, жесткое налоговое администрирование, правильно, да, когда что все в бюджет, я думаю, что вы удивитесь, какие у нас скрытые резервы. Более того, буквально вчера пресс-конференция была по поводу нашей энергосистемы, вы знаете, да, вот дал пресс-конференцию депутат, вот, который возглавлял эту комиссию, и скрытые резервы в энергосистеме тоже есть. То есть все это надо изучить, и я считаю, деньги в стране есть. Работая первым вице-премьером, я видел, что у нас происходит в государстве, имел информацию, то есть я был информированным чиновником, и я понимаю, что это можно сделать. 220 вольт и вода в каждый дом. Это вот ваши национальные проекты, расписанные в вашей программе. Как их реализовать, в какие сроки? Как я предлагаю пересмотреть формирование бюджета, перейти на проектно-программное формирование. Это и расходные, и доходные части в том числе. В этом случае, что я имел в виду? У нас государство двухуровневое, там есть государственный бюджет, который состоит из республиканского и местного. Вот. И те средства, которые попадают и распределяются, они очень мизерные, и поэтому решать вода, свет, дорога и все остальное в каждом районе проблема. Когда деньги маленькие, идет латание дыр. Лучше аккумулировать это все в одно место, создать государственные национальные проекты, вода в каждый дом, дорога каждому дому, 220 вольт зимой и летом в каждой розетке. Это и город, и село, везде. И вот самое актуальное – это 220 вольт я зимой и летом. Прекрасно понимаю, да, в селах особенно катастрофа в этом плане. Вот. Я думаю, если мы эти наши вроде небольшие средства саккумулируем, будем бить по слабым местам, уверяю вас, в очень ближайшее время все эти вопросы начнут решаться. Более того, это системный подход, а ничего лучше, чем системная работа, не приносит результат.
Шамиль Умарович, у нас немного времени остается. Я бы хотела еще вот один вопрос вам задать. О возможностях кандидатов для участия в гонке. Равны или, на ваш взгляд, возможности у всех кандидатов? Я буквально, не только я, мы все видим в интернет-ресурсах, выскакивают часто видеоролики, когда, выступая в селе Пакач, президент говорил, давайте проводить, тогда он как кандидат в президенты, выступал против административного ресурса, говорил, вот теми деньгами, что наворовали, строят дороги, асфальт, и тем самым хотят вас обмануть, чтобы мы проиграли и так далее. Сегодня он делает то же самое. Конечно же, не одинаковый. И дело тут не в том, что один богаче, другой беднее, а именно в том, что сегодня государство бессовестным образом, руководитель в первую очередь, это, я почему говорю руководитель, вся реальная полнота власти, 96% у него в руках, поэтому виноваты, естественно, так или иначе, в первую очередь он бетоном залил территорию Абхазии, асфальтом и под эгидой, что это нужно нашему населению. Конечно, это нужно, это надо не за 2-3 недели до выборов, это надо делать в течение 5 лет. В течение 5 лет 260 недель. И за 2 недели он захотел сделать то, что не смог сделать за 260 недель. Наш народ не глуп, он во всем этом разберется. Шамиль Умарович, люди сейчас с опаской ждут 25 августа, потому что за последнее время мы привыкли митинговать, и не всегда это в рамках правового поля. Как вы думаете, вот не всех кандидатов, конечно, исход выборов удовлетворит, и как вы думаете, чего ждать нам 25 августа? Как будут вести себя кандидаты? У меня лично есть опыт и поражения, и победы на выборах. Вот. И я за себя абсолютно могу быть ответственно заявить, что я вполне ответственный политик, я могу принимать ответственные решения, но в данном случае я хочу вот что сказать. Мы все кандидаты имеем честь и достоинство. Каждый избиратель имеет честь и достоинство. Если нас обманут, а это чистой воды обман, это чистой воды подкуп, если через это люди обманным путем придут во власть, я думаю, что будут кандидаты те, которые результаты этих выборов не примут. Шамиль Умарович, у нас остается несколько минут на ваше обращение, и вы можете обратиться к избирателям. Дорогие мои соотечественники, уважаемые граждане Республики Абхазия, мы выбираем не президента, мы выбираем свою судьбу. Судьбу на ближайшие 5 лет, а может быть и на долгие-долгие годы. Потому что именно тот вектор, который будет заложен в пятилетку ближайшую, он и определит наше будущее. Если это будут опять кандидаты, которые уже себя дискредитировали с 2004 года, это Хаджим Баянкваб, мы будем заниматься тем, чем занимались вот эти последние 5 лет. Это митинговщина, это полная имитация работы, ну и все эти проблемы, сейчас перечислять их не буду, времени, как сказала Нала, у нас не так много. Вот. Но если мы сменим поколение политиков, я думаю, нас ждет хорошее будущее. И опираясь на все те возможности, которые у нас есть, на уважение со стороны Российской Федерации, на их помощь, мы сможем решить все проблемы, которые, по крайней мере, заложить основы всех этих проблем, начать их решать мы сможем. Для того, чтобы у нашего народа, у наших детей было достойное будущее. Шамиль Умарович, ну это то, что мы вот успели в рамках 30 минут обсудить. Спасибо вам большое за интервью. Благодарю вас, Нала. 30 минут немного, но я думаю, мы немало успели обсудить. Спасибо. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что сегодня гостем нашей студии был кандидат в президенты Шамиль Адзенба. Смотрите прямые эфиры на нашем канале каждый вечер в 21:00 до 21 августа. А сейчас программу передач продолжит фильм о кандидате в президенты Алмасе Джапуа. На этом я прощаюсь с вами. До свидания.